Здравствуйте, в эфире Якутия-24, новости экономики. В студии Евгений Боженко. С начала 2018 года в Якутии отмечается рекордный рост выработки электроэнергии на 10%. Для сравнения, в среднем по России данный показатель составляет 2%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии. По мнению экспертов, факторами роста потребления стали рост экономики республики, в частности в секторе промышленного производства, обусловленный в том числе выравниванием энерготарифов, а также переход населения на электроотопление в Вилюйской группе районов. Кроме того, увеличилась добыча и поставка нефти за пределы республики по восточному нефтепроводу. Рост по электроотоплению составил 19,4%. За 2017 год к нему подключились порядка 900 жилых домов. На сегодняшний день электроотоплением пользуются жители 9583 жилых домов в общей сложности. В 2017 году в результате реализации мер по снижению неформальной занятости было выявлено 21 137 работников с неоформленными трудовыми отношениями и легализованы трудовые отношения 20 334 человек. Эти данные были озвучены на заседании Республиканской межведомственной комиссии в Госкомитете занятости. Наибольшее количество неформально занятых выявлено в Якутске – 4107 работников, а в Нерюнгринском районе – 2782, в Алданском – 1733, Мирнинском – 1209, Мегино-Кангаласском – 979, Ленском районе – 998 и Намском районе – 889 человек. При этом почти всех выявленных лиц удалось легализовать. На 2018 год для республики установлен контрольный показатель по снижению численности официально неработающих экономически активных лиц в трудоспособном возрасте. Это 9171 человек. По мнению председателя Госкомзанятости Степана Москвитина, необходимо законодательно закрепить в Трудовом кодексе понятие неформальной занятости и ее критериев, а также усилить ответственность работодателей. Минтруд разрабатывает законопроект о цифровых трудовых книжках. В течение этого года он должен быть полностью подготовлен. Сейчас в базе Пенсионного фонда России содержится 80% информации о трудовой жизни россиян. Для того, чтобы отказаться от бумажных трудовых книжек, а информацию из них хранить в Пенсионном фонде, нужно вывести дополнительную отчетность для работодателей, разработать новое программное обеспечение, подготовить инфраструктуру. Этим Минтруд планирует заниматься предстоящие 2 года. Также Минтруд готовит предложение по индексации пенсий выше инфляции в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов. Президентом страны поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. Я напомню, что на 3,7% пенсии проиндексированы с 1 января, сообщил глава ведомства Максим Топилин. При выполнении этой работы ведомство будет ориентироваться на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы, по которой к 2030 году уровень пенсии должен достичь 2,5–3 прожиточных минимумов. Соглашение между компанией «Алмазы Анабара» и администрациями районов, на территории которых ведется добыча, было подписано на съезде коренных малочисленных народов Севера. В этом году мы выделим районам порядка 250 миллионов рублей. Деньги в основном пойдут на строительство объектов социально-культурного назначения и жилья по муниципальным программам, сказал генеральный директор компании «Алмазы Анабара» Павел Маринычев. Документ с добывающей компанией подписали главы Булунского, Жиганского, Оленёкского и Ивено-Бутентайского районов. На территории инновационного центра Сколково запустили первую в России открытую опытную зону 5G. Сеть разрабатывалась компанией Ростелеком, Nokia и фондом Сколково. Об этом сообщают «Известия». Опытная зона позволит показать новейшие технологии перспективного стандарта для развития сетей связи 5G для использования в разных отраслях экономики, отмечают разработчики. Перспективные для 5G области – это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, а также ряд других. Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 года относительно февраля прошлого года увеличились на 4,4%, сообщает Росстат. В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 года составили 31 472 рубля. Средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении на 12,1% до 39 800 рублей. В 2018 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 2,3%. Доходы россиян в годовом выражении увеличились впервые с января 2017 года. Тогда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам в размере 5000 рублей. До этого доходы росли только в декабре 2015 года и в ноябре 2014, а в годовом выражении падали. Ввод жилья в России в январе-феврале 2018 года вырос на 24,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до более чем 10 миллиардов квадратных метров. Об этом говорится в материалах Росстата.
В феврале 2018 года построено около 68 тысяч новых квартир. В январе-феврале 2018 – 138,5 тысяч. А при этом финансовый объем работ, выполненных по виду деятельности строительства, в январе-феврале не изменился к аналогичному периоду прошлого года и составил 705 миллиардов 100 миллионов рублей. Возможность повышения налога на доходы физических лиц с 13 до 15% обсуждались на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабинете министров обсуждаются разные меры, но все они пока только предположительные. Производство легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года выросло на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорит Росстат. В частности, выпуск легковых машин в феврале вырос на 23,7% до 125 тысяч единиц. Производство грузовиков в январе-феврале выросло на 9,6%. В том числе в феврале рост составил 6,3% до 12 тысяч единиц. Производство автобусов в первые 2 месяца текущего года, напротив, снизилось на 18,8%. В том числе в феврале выпуск автобусов снизился на 27,3% до 1720 единиц. В отношении авиакомпании «Полярные авиалинии» возбуждено административное дело за долги по заработной плате. Сумма долгов составила более 13 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры. Компания получила предупреждение, а ее генеральный директор – штраф в 10 тысяч рублей. Также компания оштрафована на 20 тысяч за то, что не предоставила информацию о задержке зарплаты в органы статистики. В «Полярных авиалиниях» сообщают, что сложности с выплатой зарплаты возникли из-за долгов заказчиков услуг авиакомпании, которые составляют 500 миллионов рублей. К настоящему времени зарплата за январь сотрудникам выплачена, скоро обещают выплатить за февраль. Уведомление о налоговом вычете на земельный участок в 6 соток теперь можно подать через МФЦ. Ранее это было возможно сделать только через налоговую инспекцию. Напомним, что пенсионеры и льготники с 2018 года получили право на налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли, то есть 6 соток. Проще говоря, за такой участок теперь платить не нужно. Вычет действует начиная с налогового периода 2017 года и ограничений по времени не имеет. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.